Республиканский фестиваль альпинизма торжественно закрыли в Усть-Нере. Мероприятие совпало с годовщиной образования имя конского улоса. Все подробности у Светланы Поцелуевой. Жизнерадостными и бодрыми спустились с гор участники фестиваля альпинизма. Видимо, все эти 5 дней Афродита и окружающие ее горы дарили им свои силы и энергию. Валерий Богомолов входит в походы с 1967 года. Первое восхождение в советское время, кажется, я могу неправильно сказать, было это самое на Казбек, там 100 человек поднялись. У нас, конечно, здесь высоты другие, количество людей немножко меньше, почти 60 человек. Это очень тяжелый труд, между прочим. Надо отдать организаторам. Ну, а мы только помощники к этим организаторам. Вот и все. Руководитель базового лагеря и старший тренер Василий Иванович Иванов доволен результатами фестиваля. Организация, обучение и восхождение прошли на уровне. Я не знаю, в последнее время, лет 20, наверное, такого масштабного мероприятия среди альпинистов, молодежи нашей. И у нас более 60 человек стало альпинистами России. Выполнен нормативный значок «Альпинист России». Кроме этого, значит, мы еще прошли ряд сложных альпинистских маршрутов, чтобы спортсмены Якутии могли выполнять спортивные разряды. 3-й и 2-й спортивный разряд. Глава района вручил тренерам и инструкторам-организаторам фестиваля памятные подарки. Всем покорившим вершину Афродиты были вручены удостоверения и значок альпиниста. В Имяконские горы я приехала в 2015 году. И когда мы стояли на высоте, нам показали гору Афродита. И сказали: вон она, Афродита. И я сказала, что приду туда. И приехала через 7 лет. А потом был концерт, спортивные игры и, конечно, песни у костра под гитару. Прощай, фестиваль. До новой встречи. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Усть-Нера.